Дорогие соотечественники, сегодняшнее мое обращение и обращение к вам заставляет быть предельно ответственным, максимально прозорливым за судьбы нашего Отечества. Я много раз говорил о том, что в Кыргызской республике де юре есть государственность, де-факто все государственные институты отсутствуют. В каком смысле отсутствуют? Формально существуют, но доверия к этим институтам власти со стороны народа практически нет. Я не буду Америку открывать, если я скажу, что подавляющее большинство населения сегодня не доверяет кыргызским судам, не доверяет правоохранительным органам, не доверяет местным государственным администрациям. Вот это недоверие порождает вакханалию, порождает беззаконие. Нам предстоит большая, очень большая политическая кампания. Как они затевают, в ближайшее время, возможно, в конце этого года или в начале следующего года могут состояться внеочередные выборы в кыргызский парламент. Стало традицией. Каждая власть хочет иметь в парламенте послушных и очень так называемых любимых своих любимчиков, политических партий и персонально конкретных людей. И на этот раз тоже власть сегодня уже подготовила проект, что в парламенте будет присутствовать только 4 партии. 4 политические партии, которые разделяют полностью сегодняшнее чаяние сегодняшней власти. Она узкомеркантильная. Она узкокорыстная. В целом отсутствуют там интересы государства. В связи с этим я обращаюсь к вам, дорогие соотечественники. Исключительное равнодушие порождает преступление. Наше равнодушие, я зачастую слышу, что от нас ничего не зависит, все равно сделает так, как хотят. Это бессилие. Как раз это настроение нравится сегодняшней власти. Мы должны взять свою судьбу в свои руки. Наше будущее в наших руках. Мы должны решать свою судьбу сами. Мы свободные граждане свободного государства. В Конституции Кыргызской Республики заложено фундаментальное право – это право быть избранным и право на выборы. К сожалению, сотни тысяч наших сограждан, находящихся за пределами нашей страны, и не только за пределами нашей страны, проживая в Кыргызской Республике, к сожалению, не могут реализовать свои конституционные права. Почему? Потому что они не могут найти себя в списках. Они настолько запутаны, исключительно в интересах сегодняшней власти. Недавние выборы показали, что власть как хочет, так и сделает. Почему жители испокон веков живут в Аламединском районе, почему-то их списки оказываются в Волжской области. И наоборот, жители Наукатского района не могут находить свои фамилии в списках избирателей. Они выходят в Кеминском районе. Для чего это сделано? Для того, чтобы манипулировать. Это преступление. Это огромное, большое преступление. Ибо Конституция заставляет властимущим обеспечить конституционные права граждан Кыргызской Республики. Есть такое понятие, как гарант Конституции. Мы под таким гарантом понимаем президента. А все президенты, к сожалению, свои эти полномочия всегда использовали исключительно в корыстных интересах. Я обращаюсь к миллионам наших сограждан, которые находятся за пределами нашей страны. Мне очень понравилось обращение молодых людей, которые временно проживают и работают в Москве. Урзаим, Айтилек, Мирлан, еще одна девушка обратились объединиться и заставить властимущих обеспечить конституционные права граждан Кыргызской Республики, право на выбор. Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам Кыргызской Республики. Вот это движение надо превращать в международное движение, ибо десятки тысяч наших сограждан находятся в Соединенных Штатах.
Десятки, а то и сотни граждан, сотни тысяч наших граждан находятся в Казахстане, в Турции, в Корее. Там, где проживает компактное проживание кыргызской диаспоры, граждан Кыргызской республики, власть обязана обеспечить реализацию конституционных прав. Если вы помните, во время предвыборной кампании, президентской предвыборной кампании Украины, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что если власть Украины заинтересована обеспечить конституционные права временно находящиеся граждан Украины в Российской Федерации, то Российская Федерация готова оказать всяческую помощь и обеспечить реализации конституционных прав. В отличие от Украины, Кыргызская республика во многих международных организациях вместе с Российской Федерацией. Такие авторитетные международные организации, как Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности, Евразийское экономическое пространство, Евразийский экономический союз. Мы были, есть и останемся верным стратегическим партнером с Российской Федерацией. Мы останемся верным партнером с Республикой Казахстан, с нашими соседними государствами. Я уверен, если власть официально будет обращаться об оказании помощи, обеспечении конституционных прав граждан Кыргызской Республики, то эти страны с удовольствием нам окажут поддержку и помощь. Я надеюсь на это. Уважаемые соотечественники, я еще раз обращаюсь. Сегодня мы должны спасать нашу страну. Спасать от кого? Спасать от тех, которые сегодня наворовались и обогатились за счет нас с вами. И они определенную часть этих средств будут пускать для подкупа голосов. У нас есть своя гордость. Мы должны быть неподкупными. Когда, если идем на поводу у кого-то, то мы должны четко знать, что мы продаем судьбу своих детей, своих внуков, своих потомков. Давайте остановимся и не будем преступниками, ибо самое страшное преступление – это равнодушие. Не будем равнодушными, мы будем ответственны. Давайте будем очень ответственно относиться к тем событиям, которые могут изменить судьбу нашей страны, а вместе с страной судьбу каждого человека из нас. Давайте будем достойны нашей земли, нашему государству. Давайте будем брать свою судьбу в свои руки, ибо будущее зависит исключительно от нас с вами. Удачи вам!